Этот фестиваль, по сути, самая крупная площадка на Северном Кавказе, где встречаются представители разных народов, не только чтобы посостязаться в традиционных видах спорта, но и показать свою культуру. В национальном подворье Ингушетии широкой публике представлены экспонаты самых разных жанров. Роза Тангиева, например, продемонстрировала ремесло ручного ковроткачества. Есть вот маленькие сувенирные флажочки, я их довязала к этому фестивалю. Вот. А так и мастер-класс, как обычно я всегда везде даю, вот мастер-класс даю, ну и вот мои работы. Организаторы ингушского подворья в лице Министерства культуры республики главный акцент сделали на воссоздание средневекового быта ингушей. Помимо прочего, здесь представлены экспонаты из Государственного музея изобразительных искусств. Это фондовские наши работы. Здесь мы сегодня выставляем работу Албогачиевой Мадины. Это средневековый костюм, традиционный костюм. Это Гапархоева Хади, традиционные национальные костюмы, мужской и женский. Также работы мастеров по декоративно-прикладному творчеству. Это Хамчиева, Юсупа, Кариева, Магомеда. И также работы Мурзабекова, Магомеда. Рассказывают о нашем быте и изделия Юсупа Цурова, будь то рисунок на сплошном холсте или выжженная из глины скульптура. В его работах отображается отличающийся ото всего ингушский колорит. Как именно его воссоздать, художник учит и гостей фестиваля. Впрочем, такие мастер-классы проходят на всех подворьях. Например, казаки из Ставрополя показывают, как делать поделки из глины. Это неповторимая работа, потому что она индивидуальная всегда игрушка. Каждая игрушка несет в себе характер. От того, с каким ты характером будешь делать игрушку, такая она и будет. Игрушка наша уже существует 20 лет. Самая первая игрушка у нас изображена здесь на нашем подиуме, можно сказать. Дело в том, что мы создали игрушку путем чего? Изучая народные промыслы России. Это росписи и те глиняные игрушки народные центральных областей России, как Дымковская, Каркопольская, Филимоновская игрушки. И на базе тех, уже, можно сказать, методик, да, мы создали свою игрушку. Работать с глиной, но уже на гончарном круге учат и дагестанские рукодельницы. Один из немногих регионов на фестивале, где обучают ходьбе по канату и резьбе по дереву. Магомед Алиев – ремесленник в 4-м поколении. Мастер создает уникальные вазы, тарелки и многое другое из инкрустированной древесины. У нас уникальное ремесло, которое зародилось именно в Дагестане, именно в аварском селе Унцикуль. Орнаментальная инкрустация металлом по дереву. Вот ценные породы деревьев, абрикос, дикая груша, грецкий орех, а туда забивается мельхиор, вот такой сплав, серебра из оловой меди. Потом все полируется, красится бордовой морилкой и 7 слоев лака. Если цвет натуральный, вот как вот здесь представлено, видите, это бук, оставляем натуральный цвет, как есть. Здесь подсвечники, карандашницы, вазы, трости наши традиционные, кинжалы, сабли. По соседству располагается подворье Карачаево-Черкесской республики. Здесь также представлены художественные картины, предметы быта, керамика и другие работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Еще мы привезли мастера музыкальные инструменты. У нас делают, есть мастера Ашибоков Азамат, он делает вот такие хорошие инструменты. Мы привезли кузнечные мастера, 2 брата, Тамазовы, Каншава и Мурат. Они кузнецы, тоже хорошую выставку привезли. Вышивка бисером, наши девчата очень хорошо вышивают. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа традиционно любим жителями субъектов СКФО и с каждым годом принимает все больше гостей из других российских регионов. Идея проведения игр изначально появилась у нас в Ингушетии, но теперь фестиваль поочередно проходит во всех регионах Северного Кавказа. В этом году их вновь принимает Чеченская республика на правах победительницы прошлого года. Его официальная часть начинается с парада команд-участниц. На стадионе команда Республики Ингушетия. На открытии 10-го фестиваля «Кавказские игры» все как на международных соревнованиях. Свой флаг, гимн и факел призваны зажечь священный огонь. Горит священный огонь. Звучит гимн фестиваля. На торжественной церемонии также выступили лучшие творческие коллективы 7 субъектов СКФО. Всего в выступлениях участвует около 500 артистов. Искусство исполнения ингушского национального танца продемонстрировал государственный ансамбль «Ингушетия».
Ежегодно в Кавказских играх принимают участие свыше 700 участников. Соревнования проводятся по национальным видам спорта. Армспорт, борьба на поясах, передвижение на ходулях, стрельба из лука, прыжковое двоеборье, лазание по канату, силовое троеборье, поднятие тяжести, перенос тяжести на дистанцию, мини-футбол, перетягивание каната. Сегодня стартовала соревновательная часть фестиваля. Более 350 спортсменов из всех регионов Северного Кавказа борются за награды в 12 видах спорта. Ингушетию на фестивале представляют 39 спортсменов во всех заявленных дисциплинах. Жардат Хулхоева, Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев. Новости 24.